Горло першит? Да. Пишет, а температура? Потеете, нет? Есть. Есть потеете, да, да. Вот вас надо эвакуировать в специализированное отделение. Хорошо. Давайте вставать красный. Температура 38,7. Почти 39, еще в придачу недомогание, озноб, кашель и затрудненное дыхание. Несколько дней назад мужчина приехал из Китайской Народной Республики. В Ухань ездил по работе. Контакт с жителями Поднебесной и все симптомы указывают, что это опасная коронавирусная инфекция. Но спокойно. Все, что происходит на кадрах, выдуманный сценарий ответственных служб. Такие учения проходят в эти дни по всей стране. Цель данного мероприятия – это акцент выполнения регионального плана на случай выявления или подозрения на коронавирусную инфекцию, которая утверждена председателем правительства Республики Ингушетия. Насколько все вышеперечисленные организации, ведомства, министерства подготовлены на случай выявления новой коронавирусной инфекции. Ответственные службы действуют строго по плану. Больного опасной коронавирусной инфекцией в специальных защитных костюмах и масках забирают медики. Медсестра, которая мерила температуру пациенту, остается в транспорте. Ее тоже должны изолировать. В карете скорой помощи подготовлено все необходимое, чтобы по дороге оказать больному помощь. Если вдруг на самом деле что-то случится, чтобы наши медработники не растерялись, чтобы они знали, как оказать первую помощь, что им делать, как им действовать в таком случае. Так как это случилось, значит, на автовокзале, здесь был подключен медперсонал с автовокзала. Водитель, который вез этих пассажиров, он, значит, позвонил в диспетчерскую и сообщил о том, что у него с высокой температурой человек. Вот поэтому медсестра вышла, посмотрела и выявила, что это подозрение на коронавирус. Вот, и, соответственно, она уже выйти не смогла с этого транспорта. Далее важно не допустить распространения вируса. Именно поэтому транспорт, на котором передвигался больной, обрабатывают специальным раствором. Он должен убить все бактерии. Раствор дезинфекционный, медилиз. Имеется также у нас хлорсодержащие таблетки, жавелон, бриллиантовый миг. Запас дезинфицирующих растворов у нас достаточен, имеется. На случай возникновения даже массовых инфекционных заболеваний у нас имеются растворы. Проводятся полностью все эти обработки в соответствии с оперативным планом действия при возникновении инфекционных заболеваний. Тем временем больного с инфекцией доставляют в республиканскую клиническую больницу. За время дороги температура тела у пациента повысилась. Здесь на месте врачи все подготовили, в первую очередь проверяют горло. Самое главное для медиков – не заразиться самим. Здесь в инфекционном отделении республиканской клинической больницы есть все условия для того, чтобы изолировать пациентов с опасными заболеваниями. В данном случае это коронавирус. Больного поместили в специализированный бокс, где в защитных масках и костюмах врачи оказывают ему всю необходимую помощь. Здесь в инфекционном отделении таких современных специализированных боксов достаточно. Есть возможность развернуть здесь 50 изолированных коек, еще 75 мест дополнительно в различных отделениях больницы. Есть комплекс защитных костюмов, в которых должны работать медицинские работники. У нас подготовлены все лекарственные необходимые препараты, противоэпидемические средства по прекращению распространения инфекции. Так, возможности у нас есть забора материала, биоматериала. Так, организованы мельцеровские боксы для принятия этих больных по экстренным показаниям. У больного тем временем взяли все необходимые анализы для установки и подтверждения диагноза. Транспортировка биологического материала от пациента будет отправлена в Новосибирск, в противочумный институт. Контактировавшие с больным будут помещены в специализированные палаты. Все, разумеется, по придуманному сценарию. Лена Сычева, Магомед Дидигов. Новости 24.